Эфир Алто-24 продолжает программа «Еще не вечер». А на этот час ситуация с коронавирусом в республике остается неизменной, что значит, она относительно стабильная. Со вчерашнего дня введен режим чрезвычайной ситуации. Как обстоят дела с муниципальным транспортом, какие учреждения работают, а какие деятельность каких ограничена, и как вести себя вообще в чрезвычайной ситуации жителям столицы, что можно, а чего нельзя, поговорим с советницей мэра Гулей Алмамбетовой. Здравствуйте. Добрый день. Гуля Диниловна, скажите, в каком режиме работает сейчас мэрия? Ну, муниципалитет практически сейчас работает в круглосуточном режиме. В первую очередь, конечно, усилены меры по дезинфекции. Наши муниципальные предприятия дезинфицируют сейчас практически ежечасно, моются контейнерные баки, контейнерные площадки. Приступили к мойке с особым составом, не просто вода, а именно вот дезинфицирующие средства, тротуары, улицы. То есть то, что утром поливается, это не просто вода, это специальный раствор. Средства все закуплены под контролем нашего главного санитарного врача Айгуль Бишналиевой, которая дала рекомендации, и даже есть определенные препараты, которые, например, сохраняют дорожки в парках. Бишкекзеленхоз, например, обрабатывает дорожки, то есть все скамейки. Особенное внимание сейчас уделено остановкам, то есть там могут стоять 3, 4, 10 человек и иногда и более. И, конечно, у нас усилена дезинфекция внутри всех мест. Провели дезинфекцию по всем учреждениям, даже в кабинете мэра. Вы сказали, что все дезинфицирующих средств хватает, они закуплены, и они вот на ближайший месяц их в достаточном количестве. Да, они в достаточном количестве. Более того, каждый день проводится оперативное совещание под руководством нашего мэра Имблибековича Суракматова. Бывает совещание и в 12 часов ночи, и в 10, и в 7 утра. И каждый раз делается сводка, что есть, чего не хватает, оптимизируются все средства. Кстати, мы уже сообщали о том, что по поручению нашего первого вице-мэра Алмаза Кушбековича Пакитаева приостановлены госзакупки неприоритетные. Есть категория приоритетных и неприоритетных. Вот эти неприоритетные закупки, они приостановлены. И также особые изменения коснулись работы коммунальных служб. Сегодня наш вице-мэр по ЖКХ Амантуров Мирлан Козлаевич провел совещание, при котором он дал поручение, например, чтобы город полностью обеспечивался электроэнергией. Никаких вот отключений, чтобы не было. Бишкек-водоканал приостановил все профилактические работы на водозаборах. То есть вода питьевая теперь отключаться на профилактику не будет. И, соответственно, поручения Бишкек-паркам отдельно, Бишкек-зеленхозу отдельно. И, конечно, во время чрезвычайных ситуаций очень важно выполнять основную работу. Бишкек-асфальт-сервис, к примеру, сегодня-завтра завершает строительство части велодорожки и тротуара по улице 7 апреля в микрорайоне Восток-5 вверх. То есть усиленными работами продолжаются именно темпами те виды работы, которые, допустим, понадобятся. Когда, например, все пересядут на велосипед и самокат. Ну, надеюсь, что в скором времени это уже будет, и мы этим летом насладимся прогулками на велосипеде по всему городу. Да, конечно. Но давайте вернемся к нынешней ситуации. Расскажите, как работают санитарно-карантинные пункты на подъездах к городу? Уже с раннего утра часть наших предприятий уже устанавливает ФСК, это такие блоки, бетонные блоки, называется ФСК. Работу контролирует начальник УВД Канат Саганович Магазиев. Совместно с нашим вице-мэром Азизом Исимбековичем Алымкулом они как раз осуществляют схему подготовил блок Азгалиева Улана Шельбековича, Бишкек архитектура показала чертежи, дороги, потому что это все необходимо сделать правильно. И к вечеру мы дополнительно выпустим карту, где можно будет увидеть схему въезда и выезда в город. Однозначно, конечно, там будет так называемый зеленый коридор, все товары, продукты будут перемещаться беспрепятственно. Но санитарный контроль, там будут стоять медики, которые будут проверять температуру, спрашивать самочувствие людей, которые заезжают в наш город. Как положено,
действовать при чрезвычайных ситуациях. Санитарные посты будут у нас установлены и с вечера начнут работать. Просто я почему решил задать этот вопрос, есть такая, ну, опять же, в соцсетях, это вот тоже наша боль на сегодняшний день, что в соцсетях очень много разрозненной информации, чаще всего неправдивой, сеющей панику. Мы призываем этого не делать, наших сограждан, ни в коем случае, потому что паника — это первый путь к дестабилизации ситуации, вернее, первая причина, которая может стать этому, подтолкнуть к этому. И говорят, что на подъездах к городу скапливаются машины, и что вот эти санитарно-карантинные пропуски работают ненадлежащим образом. Наверное, речь идет о той части, которая непосредственно не к Бишкеку относится. Пока у нас идет работа по организации, и они именно называются санитарный пост, именно санитарный с целью недопущения большого притока людей. И мы бы сразу обратились бы ко всем кыргызстанцам: пожалуйста, сократите ваши поездки вообще по стране, не приезжайте, пожалуйста, в столицу без лишней необходимости. Без лишней и острой необходимости просим вас всех воздержаться от поездок внутри страны и в Бишкек. Мы знаем, что сам мэр и его помощники регулярно выезжают на рейды, чтобы посмотреть, сохранить продовольственную безопасность горожан, чтобы не спекулировали на ценах и вот на всем остальном. Как на данный момент обеспечивается продовольственная безопасность города? По оценке экономического блока, запасы продуктов имеются в хорошем количестве, в хорошем объеме. Более того, закрыты только промтовары, вещевые рынки, продуктовые рынки продолжают работать. Продуктовые магазины, павильоны, они все бесперебойно продолжают обеспечивать. Были даже случаи, когда сотрудники Тазалыка обнаружили в разных частях города те продукты, которые вот были закуплены неделю назад, и люди их не съели и уже начинают выбрасывать. Поэтому мы призвали бы всех горожан покупать ровно то, что вы будете потреблять, чтобы не выкидывать продукты питания. Контроль ведется каждым акимятом посписочно, поулично. Более того, открыты горячие линии по каждому району. Если есть какие-то факты завышения цен, создана оперативная группа. Эту работу координирует наш руководитель аппарата Балбак Зарлыкович Тулебаев. У него есть специальная команда, которая выезжает на место совместно с сотрудниками милиции, сразу выезжают на место, выясняют. Знаете, если брать 100%, вы абсолютно правы, фейковой информации, недостоверной гораздо больше. Обычно это бывает из 100 случаев, 1-2 только подтверждается. Поэтому мы тоже призываем быть спокойным. Чрезвычайная ситуация — это в первую очередь ответственность и осознанность. Это не повод для паники. Хочется это четко, твердо еще раз сказать. Соответственно, бросаться и покупать совершенно ненужные для вас продукты, в этом нет необходимости, они есть в достаточном количестве. И работа аптек тоже продолжается. Там также, как вам известно, наш мэр встречался с производителями мукомольной продукции, встречался с фармкомпаниями, с руководителями торговых центров, рынков. Они все заверили, что будут продолжать свою работу. Главное — обеспечить проезд, так называемый вот продуктовый проезд, что и будет обеспечено. При всех сигналах просим также сообщать и доверять официальным сайтам и аккаунтам нашего муниципалитета. Они есть у нас в Инстаграме, на Фейсбуке. Сайт работает бесперерывно, и также есть для коротких оперативных сообщений официальный аккаунт в Твиттере. Также работает круглосуточно городской штаб, который принимает все звонки, и уже звонят горожане. Также продолжает работать наш колл-центр, который принимает заявки по работе служб. Они также продолжают делать разъяснения, работают. Работает также у нас машина усиления речи, которая ездит по микрорайонам, потому что у нас были сигналы, что люди продолжают гулять, что это недопустимо, неприемлемо прогулки в большом количестве на улице. Мы призываем горожан не гулять без дела на улице. Это ваше здоровье, это наше здоровье, наша личная ответственность.
А какие меры тогда по обеспечению безопасности в городе предпринимаются со стороны правоохранительных органов? Помимо, вот вы сказали, это носит все равно рекомендательный же характер. Нет, когда бывают сигналы, например, вчера был сигнал, что все равно там были какие-то уличные посиделки, какое-то кафе даже пыталось, несмотря на то, что точка общественного питания полностью закрыта, работает только служба доставки и на вынос. Были случаи, тут же выезжала оперативная группа, именно районные штабы сейчас работают. Схема устроена таким образом, что в каждом районе есть свой оперативный штаб, который возглавляют наши акимы, и совместно с сотрудниками РОВД, с начальниками РОВД они выезжают на место. Порядок полностью обеспечивает руководство ГУВД во главе с Канатом Джумагазиев. Угу. Так, про аптеки вы нам сказали уже, про порядок сказали. Еще в городе сейчас такая обстановка, что люди в большинстве своем немножко теряются, что им делать, можно ли гулять, нельзя ли гулять. Гулять категорически нельзя, только если на это нет необходимости для Конечно. этого. А лучшая защита, я так понимаю, это сидеть дома на время режима чрезвычайной правительство ситуации. ввело чрезвычайную ситуацию, объявило режим карантина. Мы убедительно просим всех соблюдать этот режим. В первую очередь это связано именно с заботой о каждом, и поэтому это ответственность каждого из нас. Если каждый из нас будет соблюдать все правила, соответственно, все будет проходить гораздо спокойнее. Поэтому мы призвали бы действительно прислушаться к совету, к рекомендации и в конце концов выполнять те правила, тот протокол, который действует в условиях чрезвычайной ситуации. А вот есть такие сигналы, и вот мы тоже были свидетелями этому. Некоторые компьютерные клубы продолжают работать, и, видимо, какие-то увеселительные заведения уже не работают. Уже нет. На сводку до 12 часов этого числа уже нету никакого работающего ни компьютерного клуба, никаких дискотек, никаких ночных клубов. Никто сейчас уже не работает. В том числе не работают и бани, не работают бассейны. Работает исключительно только продуктовый блок. Надо нам это понимать. И медицинский блок, соответственно, аптеки. И давайте повторим, что продовольственная безопасность, она обеспечена на период режима чрезвычайной ситуации, и обеспечение лекарственными средствами тоже полностью. Более того, каждый акимат сейчас работает над открытием точек для реализации продуктов первой необходимости. То есть, условно говоря, мы называем их точки продажи муки. Особенно в тех местах, где затруднен проезд на рынки, либо тяжело людям. И мукомольные предприятия пошли навстречу друг другу, тоже вышли со встречным предложением, и акимяты на местах обеспечивают дополнительные точки, о которых мы оперативно сообщаем в соцсетях и на сайте муниципалитета. Просим следить за официальной информацией и не распространять недостоверную информацию. Вот вы очень часто взаимодействуете с нашими согражданами в соцсетях, в частности в Твиттере, вы говорите. Как люди относятся к нынешней обстановке? С пониманием в большинстве своем, на ваш взгляд? Вы знаете, в большинстве своем с пониманием. В большинстве. Это бывают редкие случаи, когда совершенно оторванные от жизни диванные эксперты позволяют себе невнятные какие-то замечания, какую-то необоснованную критику, даже не могут просто открыть сайт мэрии, начинают распространять, но интернет-сообщество, особенно твиттер-сообщество, оно обладает таким очень хорошим градусом ответственности, они сразу же сами начинают вступать в полемику, взаимовыручка в соцсетях очень сейчас нарастает, взаимодействие нарастает, и мы тесно работаем. Все исключительно согласовывается городской штаб, исключительно взаимодействие с республиканским штабом, и основную информацию мы получаем оттуда, и потом берем ее на распространение. Республиканский штаб сделал памятки, сделал информационные ролики, со стороны муниципалитета также делаются ролики. Мы продолжаем рассказывать о том, что необходимо делать в условиях чрезвычайной ситуации.
Мгм. Есть также, насколько я знаю, волонтерские группы, призыв со стороны мэрии, я так понимаю, этот призыв был Дело о в том, том, чтобы что организовать да, волонтерские буквально группы. с первых дней у нас просто стали разрываться во всех отделах центрального аппарата телефоны. Огромное количество людей стали обращаться. Они хотят привозить что-то, каким-то образом помочь. И для того, чтобы правильно соорганизовать эту работу, чтобы она не оставалась просто так, была создана рабочая группа. Пока в каждом акимяте один человек, координатор, который взаимодействует с волонтерами, потому что сейчас пока нет острой необходимости, просто нету, жизнедеятельность обеспечивается абсолютно нормально, но может быть нам же нужно работать и дальше, потому что до 22 апреля, и чтобы быть готовым к этой ситуации, мы потихонечку сейчас собираем, составляем списки волонтеров. И хочется сразу же здесь сказать, убедительно просим не привозить продукты питания, потому что и промтовары. Если продукты питания, то лучше всего, соответственно, в денежных средствах. Поэтому по поручению нашего мэра открыт дополнительный лицевой счет для именно городского штаба. Счет опубликован на всех соцсетях, можно просто перечислять деньги. Потому что в условиях карантинного режима это опять взаимодействие товаров, продуктов, это опять какой-то человеческий контакт, который нам необходимо исключить. Поэтому мы призывали бы не приносить ничего, а вот просто правильно взаимодействовать. И по каждому району каждый аким, каждый акимят отрабатывает этот вопрос. Мгм. Я вот прям слышу, как люди задают вопрос, а кто будет контролировать средства на этом счету? Это, может быть, наверное, вы тоже не заглядывали на официальный сайт мэрии. У нас дополнительное есть приложение, даже до этого лицевого счета. Алмаз Кушбекович Бакитаев, даже лично у него есть такой iPad, на котором все онлайн видно. Все доходы, все расходы муниципалитета до ТИНа можно уже сейчас видеть на официальном сайте мэрии. Уже Мгм. сейчас это приложение доступно. Ну, всем, кто не верит, всем Фомам неверующим, следует заглянуть на сайт мэрии. Я так Да, понимаю. надо Там начинать. есть исчерпывающая, полноценная информация, в том числе и о горячих линиях, о которых вы Да. говорили. И они распространяются, мы изготавливаем специальные интернет-баннеры, распространяются на официальном языке, на государственном языке, и запускаются параллельно ролики, которые дублируют это содержание. И мы взаимодействуем вот со всем тем правильным, достоверным информационным материалом, который распространяет республиканский штаб. Тут важно именно получать официальную информацию. Нам всем нужно сейчас объединиться и вспомнить про цифровую ответственность. Также правоохранительные органы тоже уже, вы сами слышали, они тоже к вам приходили, сообщали о том, что за распространение фейковой либо недостоверной информации будет ответственность. Мы думаем, она будет серьезная ответственность. Мгм. Особенно в нынешних условиях это очень актуально. Да. Давайте поговорим еще немножко о людях, которые стоят сейчас в авангарде борьбы с коронавирусом. Это медицинских работников. Со стороны мэрии какая работа ведется с представителями Минздрава и с медицинскими работниками вот в столице? Ну, в первую очередь, вы абсолютно правы, работают все центры семейной медицины, открыли горячие линии доверия для горожан. Потому что иногда ряд вопросов можно снять, достаточно позвонить главному врачу. У них у всех сейчас телефоны в открытом доступе, мы их распространяем. Все центры семейной медицины имеют свои телефоны доверия. К ним, то есть не обязательно прям приезжать в ЦСМ, можно получить дополнительную консультацию по телефону. Также на удаленный режим, например, с сегодняшнего дня ушла и Бишкек главархитектура. Каждый заявитель может завести личный кабинет и получать документы, даже отслеживать, как идет исполнение его документа. Единственное, что получение АПУ, ИТУ и заказ топографической съемки будет производиться физически, но с соблюдением санитарной дистанции, как это делают во всем мире. То есть 1,5-2 метра будет соблюдаться, и если даже будут заходить клиенты, они будут заходить, один зашел, потом после него только два, никаких столпотворений не будет.
В этой связи МТУ приостановили раздачу карточек Тулпар для пенсионеров, чтобы не соприкасаться с пенсионерами, как людей, у которых уже объявлено, что они находятся в зоне особого внимания. Мгм. Поэтому, но при акимятах карточки Тулпар продолжают работать. Тут очень важно, хотелось бы сказать, что как раз-таки карточка Тулпар является способом не прикасаться к деньгам. То есть нет необходимости трогать денежные купюры, можно рассчитываться карточка пластиковая, ее можно обработать дезинфицирующим раствором в любой момент, и, соответственно, это тот самый момент, когда уже пора нам всем переходить на безналичную оплату. А вот вы заговорили о карточках Тулпар. А как обстоят дела с муниципальным транспортом в городе? Работа общественного транспорта будет уменьшаться, полностью остановлена работа частных бусов. Мгм. Они сейчас не Нет. курсируют по городу. Давайте еще чуть-чуть поговорим про вот волонтерах, о волонтерах, о которых мы упоминали чуть раньше. Сейчас они пока не привлекаются ни к какой деятельности. на Нет данный момент. необходимости, да, нет необходимости, потому что наши социальные учреждения все переведены на карантин. Более того, мы пока не закрыли даже приюты для бездомных. Там тоже действует режим карантина. То есть, если бездомный заходит, то мы его уже не выпускаем. В реабилитационных центрах и пансион Ардагер, и реабилитационный центр на Абае, они тоже работают в режиме карантина. То есть у них всех хорошая территория, бабушки, дедушки внутри гуляют, но посещение ограничено, и никто оттуда не выходит. Этот режим соблюдается, и там также проходит полностью обработка и дезинфекция. Более того, мы уже распространяли сообщения, обращались к горожанам без необходимости не посещать своих родных в больницах. Там тоже режим карантина, и соприкасаться с людьми, которые лечатся, тоже нет необходимости. Ну и, конечно, самое главное пожелание: давайте перестанем ходить в гости, не будем здороваться за руку. Если это необходимо, это надо выполнять. Если сказали не здороваться за руку, не надо здороваться. Никаких обнимашек, никаких рукопожатий. Только две вида ответственности от нас сейчас требуются. Это цифровая ответственность и личная ответственность. Не гулять, не ходить в гости, сидеть максимально дома и выполнять рекомендации Минздрава. Мгм. И как мы не раз отмечали, это отличный повод поближе пообщаться со своими близкими, ну, по крайней мере, с теми, с кем мы уже Да. живем. Да. А родственников, которые живут в других частях города или в других районах, пока беспокоить не будем. Нет. Как вы уже знаете, уже 3 области уже тоже ввели, тоже установлены свои посты, санитарные посты. И также уже санитарные посты появились уже в нашей столице. Мгм. Спасибо большое, Гуля Эдиновна. О том, как работает бишкекская мэрия, какие меры сейчас осуществляются для того, чтобы не распространять коронавирусную инфекцию в столице и в целом по стране, какие меры нужно соблюдать, какие рекомендации. Мы поговорили с Гулей Алмамбетовой, советницей мэра города Бишкек. Эфир Алто-24 продолжается. Оставайтесь с нами.